Итак, форма проведения Олимпиады, бумажный вариант или с помощью автоматизированной системы – это ваш выбор. То есть пользоваться автоматизированной системой или не пользоваться – это ваш выбор. В любом случае, если вы будете проводить в бумажном варианте, доступ к системе будет открыт с 12 до 6. Вы можете, используя эту систему, по крайней мере, проверить решение задач ваших учеников. Значит, прежде чем работать в этой системе, необходимо будет пройти две регистрации, два типа регистрации. Первая – это регистрация для учителя. И на сайте, сейчас вы видите вот инструкцию по регистрации учителей на сайте. Она прикреплена здесь в вебинаре. И по окончании вебинара мы откроем доступ, чтобы можно было ее скачать. Ну или при рассылке информационного письма о проведении сегодняшнего вебинара, эту инструкцию я тоже прикреплял. Если у кого-то нет инструкции, ну позвоните мне, напишите мне, мы эту инструкцию вышлем, хотя ничего в принципе здесь сложного нет, я сейчас об этом скажу. Итак, на сайте в закладочке в поле регистрации мы берем регистрацию учителя. Педагог регистрируется как учитель. У членов жюри, но значит, здесь не только надо зарегистрироваться на сайте, но еще подать заявку на то, чтобы у вас была авторизированная учетная запись учителя. Поэтому первое — зарегистрироваться здесь через кнопочку регистрации учителя. И второе — подать заявку на то, чтобы была авторизованная запись учителя. Авторизованная запись как раз позволит вам просматривать решения задач у детей, и в случае там, предположим, недостаточно большого начисления баллов, вы решением предметной комиссии можете эти баллы увеличить. Об этом я скажу немножко попозже, когда мы будем разбирать нашу систему. Итак, регистрируетесь как учитель и подаете заявку на то, чтобы у вас была авторизированная учетная запись учителя. Поля для заполнения там стандартные. Логин придумываете, пароль, который у вас будет, фамилия, имя, отчество, город, страна, e-mail и так далее. Сохранить и вы зарегистрированы. Не забудьте сохранить куда-то логин и пароль для доступа в систему. Ну, наверняка многие учителя уже многие зарегистрированы и даже, наверное, имеют авторизированную запись учителя. Вот для того, чтобы получить авторизированную запись учителя, вам необходимо потом будет направить письмо на адрес Андрей шестимеров@gmail.com. В первоначальной рассылке этой инструкции там стояли anдрей.шестимеров@gmail.com. Ну, то есть напомнить то, что dot это точка у нас, а at это собака. Поэтому вот, в общем-то, по авторизации учителя, я думаю, все понятно и вопросов быть не должно. У одного из членов жюри, хотя бы у одного из членов жюри должна быть авторизированная запись учителя. Еще раз напоминаю, она необходима для того, чтобы можно было просматривать по ссылке учащихся, просматривать протокол выполнения работ учащимися, ну и потом принимать решения по начислению баллов. Это у нас получается регистрация учителя. Следующий, второй вопрос, это регистрация и создание логинов для учащихся. Предварительно логины мы создаем до начала Олимпиады. Еще вернусь к записи учителя, к авторизированной записи учителя. Надо будет сделать уже это сейчас, поскольку авторизированная запись предоставляется не сразу, а в течение 2-3 дней. Поэтому, чтобы к следующей субботе у вас эта учетная запись уже была. Ну и коль я уже вернулся к этому, предположим, вот у вас задача решается
проходит тестирование на 20 тестах. 10 тестов прошли нормально, а 10 тестов прошли с ошибкой. В этом случае система может начислить всего лишь 10 баллов за те неправильно решенные, ну что-то было там неправильно решенное, может начислить 10 баллов. То есть ученик много потеряет. И в этом случае вот вы можете своей предметной комиссией за эти задания начислить там, предположим, по идее, если из 20 баллов 10 прошли, то это будет 50 баллов, да? А вы можете, просмотрев решение задачи, начислить большее количество баллов. По регистрации учеников. Значит, мы создаем логины для участников заранее. Логины заранее. И когда вы создадите эти логины, надо будет мне направить их на мою электронную почту, которая тоже указана была в требованиях к проведению Олимпиады, для того, чтобы мы могли их завести в систему. Вот. Для регистрации обучающихся мы выбираем слово просто «регистрация». На сайте мы выбираем слово «регистрация». И для создания логинов есть некоторые правила. То есть надо их создавать по маске. По следующей маске это делается для того, чтобы когда мы будем создавать итоговую таблицу, для внесения вот ваших участников в итоговую таблицу нам проще было их найти. Так, маска будет такая: РК 2019, дефис, потом город идет, дефис и номер участника. Значит, если вы знаете, что у вас участвует в Олимпиаде 10 человек, лучше всего сделать несколько запасных логинов. Ну, 2-3, для 20 человек там 5 запасных логинов, то есть на 2-3-5 логинов сделать больше на случай, если какие-то будут, предположим, забудете пароль от той или иной учетной записи или еще что-то. В принципе, пароли можно сделать всем одинаковые. Или еще что-то, какая-то техническая заминка будет, чтобы можно было ученику выдать сразу другой логин и пароль и не терять на это времени. Ну, на самом деле надо сделать столько, сколько будет участников, и несколько еще запасных. Ну, например, для Ухты это будет РК 2019 Ухта, дефис Ухта, дефис 1. Для Воркуты РК 2019 Воркута, дефис Воркута, дефис 1. Пароль произвольный, сами придумываете пароль. Или может это будет одинаковый для всех. Логины и пароли надо будет распечатать и, соответственно, положить логин и пароль участнику во время уже проведения. При регистрации детей необходимо будет заполнить поле фамилия и имя. Так вот, в этом случае мы заполняем следующим образом. Фамилия это будет Воркута 1, например, то есть город Воркута и участник под номером 1. А имя будет участник 1. И, соответственно, для следующего это будет Воркута 2, участник 2. То есть логину, например, Воркута РК 2019 дефис Воркута дефис 1 соответствует участник с фамилией Воркута 1, имя участник 1. Если вы сделаете фамилию участник 1, то непонятно будет из какого города. То есть сложнее будет нам просто составлять итоговую таблицу результатов. Вот. Итак, значит, желательно до понедельника логины уже сделать, чтобы мы уже в понедельник, вторник могли сделать таблицу результативности или итоговую таблицу и запустить тестовую задачу, на которой вы могли бы проверить то, что все работает.
Регистрационная форма точно такая же. Логин, пароль. Логин у нас будет РК 2019 дефис Воркута дефис 1. Пароль придумываете. Имя Воркута, фамилия Воркута 1, имя участник 1. Город, вот страну, ну, можете, поскольку здесь у нас стоит звездочка, поля обязательные для заполнения, то заполняем. Школа, класс, тоже, соответственно, можно это все заполнить. После регистрации, ну и здесь сейчас еще тогда я покажу примерная форма протокола, который вы можете сделать. Примерная форма протокола. Вот, это не тот протокол итоговый, который вы будете сдавать, а это именно форма протокола вот при проведении Олимпиады. Ну, естественно, у вас получается вот логины и пароли, вернее, логины будут закодированы. Очень важная здесь графа или важный столбец — время окончания работы участника. Обязательно, может быть, даже под роспись, чтобы отмечать, когда участник вышел из аудитории. Может быть такая ситуация, что ученик прорешал там одну задачу в течение часа, полутора часов, сдал работу, ушел, и дома может прийти, сесть за компьютер и продолжить решение. Ну, как бы не исключается такой вариант. Я не думаю, что он возможен, что дети могут додуматься до такого, но тем не менее исключать его нельзя, поэтому регистрировать время окончания или время сдачи работы своей записываем в протокол, в рабочий протокол, для того, чтобы вот такой нюанс у нас не произошел, чтобы потом ученик дома дорешает, и мы не поймем, решал ли он у нас или где-то в другом месте. Итак, перечень логинов нужно будет выслать заранее, вот для того, чтобы мы могли создать таблицу результативности. И где-то в середине следующей недели мы выложим тестовую задачу, на которой можно будет опробовать таблицу результативности. Скорее всего, это будет где-то среда-четверг. Будет выложена еще простенькая, легкая задача, на которой мы протестируем, работают ли ваши логины. Вот. В таблице результативности можно увидеть будет, как идет решение задачи. Во время проведения Олимпиады желательно эту таблицу результативности вывести на экран, чтобы и дети могли видеть эту таблицу результативности и прокомментировать, объяснить для них, что означает эта таблица результативности. Если задача решена, то напротив задачи будет стоять плюсик. Если она решена с третьей попытки, то будет стоять, например, плюс 4, то есть 3 попытки были неудачных, и четвертая попытка оказалась удачной, и оказалась решена задача. Ну и, соответственно, если будет минус стоять, то задача не решена. И если, предположим, минус 5, то она не решена и с 5-й попытки отправки задачи. То есть плюс задача решена, и какой номер попытки у нее будет, минус задача не решена. Если ученик не отправил ни одной задачи, то в таблице результативности у него ничего видно не будет. И еще раз говорю и возвращаюсь к тому, что для чего нужна будет авторизированная запись учителя. Она нужна будет только для того, чтобы вы могли посмотреть и, возможно, увеличить количество баллов за частичное решение. То есть, когда задача 10 тестов, предположим, прошла, а 10 тестов прошла с ошибкой. В этом случае там ученику может быть за вот эти 10 тестов начислено всего лишь 10 баллов. И в общей сложности, предположим, он получит 60 баллов. Хотя
мог бы получить там за частичное решение там немножко больше баллов. Значит, я смотрю в чате, говорят, что только в понедельник будет сообщено точное количество участников. Ну, давайте примерно ориентироваться будем на прошлый год. В принципе, если вы создадите сейчас недостаточное количество учетных записей, ну, в понедельник, предположим, к концу дня, давайте договоримся, вы мне высылаете. Ориентируемся на прошлый год, сколько у вас было участников. Вот примерно такое количество учетных записей мы с вами и можем сделать. Значит, теперь давайте посмотрим по регистрации. Есть вопросы? Значит, коллеги, мы сегодняшние два мероприятия совместили. Вот этот вебинар проходит в рамках как бы и Республиканского методического объединения. Поэтому запись вебинара будет выложена в видеозале, как мы это обычно делаем. Поэтому следите, ну, скорее всего, уже в понедельник мы выложим эту запись, потому что система, в которой мы проводим, предоставляет нам запись на следующий день. Теперь по самой системе, в которой все это будет происходить. Ну вот интерфейс этой системы вы уже видели на инструкциях, примерно такой вот. В левой части у нас информация для входа, то есть ученики и учителя заходят, используя учетную запись, которую вы им создадите, логин и пароль. Для регистрации еще раз используем просто регистрацию, это регистрируем учеников, регистрация учителя по этой кнопке. И плюс для получения авторизированной записи отправляем дополнительное письмо вот Андрею Шомисову, для того, чтобы он нам предоставил эту запись. Значит, посмотрите, здесь очень большое количество задач. То есть здесь можно проходить и обучение, и вот эти все вкладочки, их можно скрывать или наоборот раскрывать. Поэтому мы можем удачно все складочки свернуть, и мы с вами будем работать в закладочке «Личные олимпиады». В личных олимпиадах тоже достаточно много, их здесь у нас. И находим Республика Коми Олимпиады. Республика Коми Олимпиады. Значит, ну и вот уже создана инструкция. Вот здесь надо будет и детей, и самим внимательно прочитать и познакомиться с этой инструкцией. То есть, чтобы, может быть, даже рекомендовать детям уже зарегистрироваться и заранее зайти посмотреть. Задачи пока скрыты, не видно. Ну, здесь пока есть доступ к прошлогодним, к прошлым олимпиадам, и в принципе доступ к этим задачам есть. То есть, в принципе, вот вы можете зайти, посмотреть, в том числе в закладочке по ссылке вы можете посмотреть решение этих задач. Но сейчас я еще не зашел в систему, поэтому возможно, что он мне не даст этого сделать. Ну, давайте я зайду, чтобы у нас уже можно было в какие-то задачи зайти, посмотреть то, о чем я говорил. Итак, личные олимпиады. И Республика Коми Олимпиады. Ну, давайте какую-нибудь вот здесь задачу возьмем сейчас. Вот задача 481 автобусы. Значит, здесь перечислены языки программирования. В принципе, в требованиях, которые вам направлены, они все тоже есть. Они все присутствуют. То есть языки программирования как бы можно применять все. После решения задачи ученик, вы видите, в конце задачи есть кнопочка «Выбор файла». Итак, ученик, решив задачу, сохраняет ее на свой компьютер. И здесь бы мы вам тоже бы рекомендовали задачам присваивать тоже имена по маске. Ну, например, номер учреждения, фамилия и номер задачи. То есть, предположим, 36, дефис, Иванов, дефис А. То есть, предположим, школа 36,
ученик Иванов, и дефис А означает номер задачи. Все задачи будут сохранены на компьютере, и до окончания вообще всей процедуры проведения Олимпиады желательно, чтобы они у вас сохранялись. Ну, во-первых, всякие могут быть технические сбои, в том числе с интернетом. Пропал интернет, вы не смогли проверить с помощью автоматизированной системы, поэтому придется, возможно, проверять вручную. Поэтому задачи у вас на всех компьютерах будут сохранены, и их желательно сохранять до конца процедуры Олимпиады. Возможно, будут апелляции какие-то. То есть вот здесь важно, и когда вы их соберете в общую папочку, у вас будет видно, что ваша школа, фамилия ученика и номер задачи, которую он решил. Дальше обязательно выбирается язык программирования. Если задача написана на одном языке, а здесь не выбран этот язык, тоже детей надо настроить на это, или выбран не тот язык программирования, естественно, что будет выдана ошибка. Ну и когда вы прикрепите сюда файл, когда ученик прикрепит сюда файл, выберет язык программирования, активизируется кнопка «Отправить», отправляет, и в течение 10-15, ну в течение минуты, предположим, эта задача обрабатывается, и по истечении минуты нажимаем кнопку «Обновить». Внизу появится решение задачи и информация о том, пройден этот тест, решена эта задача или нет. Очень важный момент, что если мы будем работать, если в задаче даны числовые данные, то в программе нельзя ставить комментарии. Вот мы учим детей, что, значит, по окончании команды ввода данных или вывода данных мы там пишем комментарий, текстовый комментарий. Вот этот комментарий данная система воспринимает как ошибку. То есть сразу предупредите детей, чтобы в программе не было никаких комментариев. В программе не было никаких комментариев, и программа воспринимает это как ошибку. Значит, может быть, ученик может отправлять несколько решений задачи, и в принципе жюри может в конце концов потом выбрать лучший вариант решения задачи. Вот то, что еще несколько слов о том, как можно увидеть протокол решения задачи. Итак, если вы авторизированный учитель, то вы можете зайти в посылки задачи. И вот видим здесь, что значит, предположим, частичное решение, да? Частичное решение. И вот в конце концов задача решена правильно. Сколько пройдено тестов и количество баллов. А вот здесь вот смотрите, частичное решение и всего лишь 13 баллов. Хотя пройдено 13 тестов из 22. То есть больше 50%. Это то, как раз о чем я и говорил. О чем я говорил, что своим решением жюри может присудить не 13 баллов, а, предположим, 13 задач от 22 это чуть больше 50%, то есть может присудить 50 баллов данному ученику. Для этого мы смотрим подробнее, мы смотрим решение задачи и смотрим протокол. Смотрим протокол, что же здесь происходит. Вот на втором тесте неправильный ответ. На четвертом, пятом тесте тоже неправильный ответ. То есть какая-то ошибка, связанная с ответом на вот этих тестах. Но из 22 тестов пройдено у вас, получается, 13 тестов. И всякое это получается, ну, не 13 баллов, а немножко побольше. То есть половина тестов пройдена. Вот если у вас будет безмашинный вариант, то там всего лишь будет 2 теста. И если на них проходит, то вы можете присвоить 20 баллов всего на безмашинном варианте. Вот. А здесь вот получается большое количество тестов, и, соответственно, вы можете своим решением за частичное решение тоже присвоить большее количество баллов, чем оно есть.
Итак, еще раз напоминаю, это у нас будут посылки. Это мы заходим в решение задачи. Здесь будут перечислены фамилии всех ваших учеников, кто будет решать задачи. Вот. И вы можете увидеть те посылки, которые они будут посылать. Значит, еще при входе в систему обязательно посмотрите или сориентируйте детей, чтобы они выбрали, зашли в задачи именно своего уровня. То есть 7-9 класс заходит в задачи, которые относятся к 7-9 классу. Еще раз давайте посмотрим. Зайдем. Немножко не туда зашел я. Республика Коми. Олимпиады. Здесь будет у нас РК муниципальный этап 7-8 класс и муниципальный этап 9-11 класс. Поэтому, чтобы они выбрали свой уровень задач. Ну, естественно, конечно, если восьмиклассник выступает за 9 уже класс, то он заходит вот в 9 класс. В любом случае, итоги будут подводиться по параллелям. Поэтому желательно, чтобы они решали свой уровень задач. Так, если у нас какие языки установлены в тех лицее, надо ли, вот как раз сейчас по языкам программирования и я хотел остановиться. Итак, какие могут быть нюансы? Значит, Олимпиада проходит в кабинете с компьютерной техникой, и вы должны предусмотреть, что должны быть установлены все языки программирования, которые перечислены у нас в требованиях, ну и которые, в принципе, вот здесь они обозначены, в том числе и C++. Может быть, даже заранее выяснить у детей, в каких языках программирования они будут делать. Посмотрите, да? Ну, самый оптимальный вариант это, конечно, Pascal. Но тем не менее, поэтому у вас должно стоять все программное обеспечение. Оно доступно, оно бесплатно, и как бы необходимо сделать так, чтобы на компьютерах были доступны все языки программирования, потому что мы не знаем, какой язык программирования выберет ученик. Еще раз напоминаю, что нежелательно, а необходимо распечатать логины и пароли для учеников и положить там на парту стола, где он будет, или выдавать при регистрации, когда вы будете регистрировать. Значит, я думаю, что будет бумажный вариант, то есть не только электронный вариант, но необходимо подготовить бумажный вариант задач для учеников. Поскольку некоторые дети не воспринимают, предположим, не могут читать нормально с экрана, не воспринимают с экрана. Поэтому желательно заготовить еще и бумажный вариант, чтобы они могли, если что, прочитать с бумаги. Для того, чтобы дети могли отслеживать свои результаты, обязательно вывести таблицу результатов на экран, если есть возможность. Ну или, по крайней мере, комментировать. Там, предположим, предупредить детей, что если они закончат решение задачи, то сообщали об этом членам жюри, а члены жюри уже говорили, там, какие результаты получены у ребенка. Значит, чтобы исключить еще варианты того, что ребенок мог уйти, а потом дома зайти в задачу и дорешать ее, можно предусмотреть такой вариант, что после ухода ребенка на данной учетной записи поменять пароль, чтобы не было возможности там дорешать задачу или еще каким-то образом. Или каким-то образом он мог еще там, предположим, обмануть.
Значит, вопрос возникает, можно сразу группой регистрировать или только по одному человеку? Ну, то это уже на ваше усмотрение, как вы там организуете. Саша, Оксана Плохоченко пишет, что нет звука. Коллеги, как меня слышно? Есть ли звук? Или это у одного человека? Или... А? Нормально слышно, да? Ни звука, ни изображения. Что-то вот в чате пишут. Ну вот, коллеги, в общем-то, все, что я хотел сказать на сегодня. Значит, если у кого какие-то вопросы будут возникать, почта моя есть в требованиях, которые вы уже получили. Почта есть в инструкциях. Ну и, в принципе, я думаю, большинство из вас электронную почту знают, телефон знают. Можете звонить, спрашивать, уточнять. Если есть сейчас вопросы, то можно сейчас в чате тоже их обсудить. Если не я отвечу, может быть, кто-то из педагогов ответит. Если есть вопросы. Если нет, то мы на этом заканчиваем. Порекомендуйте детям уже зарегистрироваться сейчас на сайте. Они могут под свою учетную запись создать, зарегистрироваться и посмотреть, порешать какие-то задачи, возможно, попробовать этот сайт. Ну а во время проведения Олимпиады у них уже будет тот логин и пароль, который вы им выдадите при входе в кабинет или когда они сядут уже на свои рабочие места, вы им раздадите свои логины и пароли и проведете, соответственно, регистрацию. Ну вот сейчас мы открыли режим, когда вы можете скачать инструкции по регистрации учителя, инструкцию по регистрации ученика и примерную форму протокола, который вы должны вести во время прохождения Олимпиады. Еще раз, это примерный протокол на Олимпиаду, а итоговый там уже у вас будет отдельно протокол, когда вы будете результаты фиксировать. Коллеги, я видео пока отключаю, и мы можем пообсуждать вопросы просто в чате, если у кого какие-то возникли вопросы. Если там кто-то что-то напишет, вы хотя бы так это нам скажите, что что-то там появилось. Ну, обычно нам никто не пишет. А почему слушатели там сидят? Так сказали? Так, а что смотреть? Может, там тоже примете участие, может, что-то расскажете. Вы не хотите что-то рассказать? Нет? Даже не расчесалась, слушай, господи.